По оси боевики обстреливают дома мирных жителей. На окраине Авдеевки в частном секторе от пули оккупантов погиб 19-летний парень. На Донецком направлении из запрещенной крупнокалиберной артиллерии противник бил по Зайцево, Троицкому и Майорску. О последствиях обстрелов в сюжете Натальи Калинки. Сплошное пепелище и до сих пор тлеющая земля. Так выглядит после обстрела усадьба пенсионерки бабы Марии. Сюда залетела 122-миллиметровая мина. Огонь уничтожил дом полностью. Температура была настолько высокой, что расплавилось даже стекло. Сусідка горить, глянь, твій сарай горить. Ну що, хай горить, а тоді вже на що, і все. У мене є роди, і в Полтаві є, і в Білій Церкві є, племянниця. Вже є куди поїхати, а дід у мене, куди я його потягну? Він нікуди не піде, його голова не працює. Попали оккупанты и в многоэтажку рядом. Боевики стреляли со стороны оккупированной Горловки. Военные говорят, этой ночью был мощный артиллерийский огневой налет. Був обстріл, попали 120. Ну, загорівся дом. Мінометки. Ну, так ось, савушка. Починаю з 6 годин вечора до 4 утра. Идут обстрелы сначала, потом снаряды. В 12 ночи идут снаряды. В городе остались в основном пенсионеры и те, кому некуда ехать. К обстрелам уже привыкли так, что даже в подвалах не прячутся. Вражеские пули залетают прямо в квартиры. Летіла пуля, там в часи, коли часів, від часів сюди, якраз ми там посуду, я коли перелякатися, щоб вперед було. А воно ж він з дерева, не фанера, а така от, як пресована бумага, ну як столи отут. Він так задіяла, 4 пулі отак летіло в хату. І одіялом було закрито, двойне одіяло, і через одіяло. Здесь уже почти не осталось ни одного дома, который бы не задели пули и осколки. Ежедневные выстрелы и взрывы для жителей этого района уже стали нормой. С Донецкой области Наталья Калинка, Ибрагим Сулейманов, Заман, АТР.